Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Aziz qarindoshlar, har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Обращение ко всем русскоговорящим мусульманам с именем Аллаха Милостивого Милосердного. Я пришел сюда по зову совести. У меня нету ораторских способностей, поэтому я законспектировал свое обращение, поэтому прошу прощения за это. Обращение к умме пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Констатирую факт. Мы, мусульмане всего мира, опозорены и обесчестены. В Восточном Туркестане, который находится под властью Китая, который они назвали Суар, что означает Синьцзянь, уйгурский автономный район. Синьцзянь означает с китайского языка новые территории, где численность мусульман составляет более 30 миллионов человек. Китай по понятным причинам скрывает эти данные. Здесь до 2016 года преследовали только уйгуров. После 2016 года Китай начал преследовать всех мусульман и устроил геноцид в Восточном Туркестане. И начал сажать в концентрационные лагеря тех, кто читал намаз, тех, кто читал Коран, у кого дома находили коврики для намаза. Даже тех, которые приветствовали словами «Ассаляму алейкум», или кто упомянул в разговоре имя Аллаха, или имя нашего любимейшего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Тех, кто был в хадже, тех, кто был за границей, тех, у кого исламские имена, за любой повод. Молодых людей вывезли во внутренний Китай, чтобы ассимилировать их. Мужчин сажают в тюрьмы, а к их женщинам домой подселяют этнических китайцев. Разве их позор нас не касается? Китай вел десятилетиями ассимиляционную политику по отношению к уйгурам, но до 2016 года процент ассимиляции не составил даже 1%. Позор к тем, кто выдает добровольно замуж за китайцев своих женщин из-за дуния и не порицает это. Количество сидельцев в концлагерях достигло ужасающих цифр около 5 миллионов мусульман. Даже улицы опустели. Но власти Китая пошли на хитрость. Они переодели этнических китайцев в национальные уйгурские одежды и пустили их по улицам с плясками, танцами. Сотни мечетей было разрушено. Сколько миллионов религиозных книг было уничтожено, в том числе священного Корана. Сколько исторических книг и культурного наследия. О мусульмане, мы опозорены и обесчестены. Позор мусульманам, которые знают религию Аллаха и не сожалеют об этом беспределе, хотя бы в сердце. Несколько лет назад по миру прокатились акции протеста против притеснения мусульман в Мьянме. А что случилось сегодня? Хотя геноцид уйгуров, казахов, киргизов, узбеков, татар, туркмен, таджиков, дунган и других мусульман достигло невиданных масштабов и неслыханных зверств китайцев в современной истории. Или страх перед численностью китайцев парализовал нас, хотя сколько раз малочисленные побеждали многочисленных по воле Аллаха. Или, как говорится, нож есть, драться охота, ножа нету, драться не обязательно. Не есть ли это лицемерие уммы?
или банально не можем оставить дунья мирское, клянусь Аллахом, мы будем спрошены как за наши действия, так и бездействия. Во многих уголках мира идет фитна, раздор между мусульманами. И я понимаю тех, кто не хочет участвовать в этом, так как не знает, чью позицию занимать. Но ведь с безбожными китайцами все очевидно, что у них нет даже чувства сострадания ни к людям, ни к животным, ни к чему живому на земле. Общественный деятель Казахстана Серикжан Беляш активно освещал проблемы Восточного Туркестана, после чего его арестовали только за то, что он говорил о геноциде мусульман в данном регионе. Позор мусульманам, которые живут в Казахстане и не поддержали Серикжана Беляша в трудное для него время. Ведь у большинства из нас есть родственники в Восточном Туркестане. Неужели вы не вспоминаете о них, когда проводите роскошные свадьбы с песнями и плясками? Также позор братьям по вере, которые не выходили на мирные митинги, чтобы поддержать его. Ведь он является соблюдающим мусульманином. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Никто из вас не уверует до тех пор, пока не возлюбит меня больше, чем своих родителей, своих детей и всех людей вместе». Разве мы не опозорены в то время, как в Восточном Туркестане, за то, что у него имя Мухаммад, дают срок тюрьмы? Разве мы не опозорены в то время, когда наших сестер в концлагерях ставят перед выбором стерилизоваться, чтобы не могла больше рожать, или родить от китайца, после чего последних насилуют все подряд, и после того, как забеременеют, отправляют в спецучреждения и берут с них расписку, что в случае выкидыша они будут наказаны? Восточный Туркестан сотни лет служил сдерживающим фактором от экспансии Китая всех среднеазиатских республик. Сейчас Восточный Туркестан на последнем дыхании. Если он падет, то падет вся Средняя Азия, начиная с Казахстана. Ведь раньше не было Уйгурстана, Казахстана, Узбекистана, стана, пока мы не позволили разделиться. Был большой тюркский мир. Восточный Туркестан – это восточная часть тюркского мира. Это информация для тех, кто с пеной у рта доказывает, что его нация самая-самая. Когда мы можем избавиться от рабского мышления, задаваясь вопросом, что со мной сделают? Это произойдет тогда, когда мы будем задаваться вопросом, что я сделаю сегодня. Поистине Аллах не меняет то, что происходит с людьми, пока они не изменят самих себя. Аллах не нарушает обещания. Если нас не устраивает то, что с нами происходит, нам нужно поменять свое сознание, активно участвовать во всех сферах жизни, будь то экономика, наука, политика, социология и так далее. И чтобы всем этим заниматься, нам нужно вернуться к первому приказу Аллаха. Это читай, читай, читай. То есть получай знания, и не только религиозные. Несмотря на нынешнее плачевное положение мусульман, хочу сказать одно. Никогда не отчаивайтесь в милости Аллаха. Ведь Аллах милостивый, милосердный, прощающий, щедрый, дарующий победу. Что мы можем сделать против Китая? Первое. Объявить бойкот китайским товарам. Нужно перестать покупать китайские вещи, будь то одежда, техника, игрушки, ГСМ. Не заправляться на китайских заправках. Если вы купите товар дороже, но не китайский, то пусть Аллах запишет вас сражающимся со злом на пути Аллаха своим имуществом. Распространять информацию о товарах и услугах, которые производят китайцы,
или являются владельцами компаний, которые находятся за пределами Китая для того, чтобы бойкотировать их. Третье. Обращение к бизнесменам, предпринимателям. Перестаньте сотрудничать с китайцами. Ведь земля Аллаха так обширна, ведь Аллах обещает великую награду, а шайтан вас пугает бедностью. Сегодня идет экономическая война. Без экономики Китай ничто. Если те, кто бойкотировал товары, это солдаты, то бизнесмены и предприниматели это офицеры. И от вас зависит многое, чью сторону вы займете. Четвертое. Распространяйте информацию о коварстве и хитрости китайцев, об их мерзких традициях каннибализма, которые до сих пор существуют не где-нибудь, а в ресторанах мегаполисов. И что они едят все подряд и хотят накормить остальной мир этим, без их ведома. То, что они делают спирт из фекалий, делают растительное масло из параши, подделывают яйца, мясо и многое-многое другое. Пятое. Распространяйте информацию о пытках в Китае, которые поражают даже извращенные воображения. Принудительно делают аборты женщинам. А если женщина на 9-м месяце беременности, то делает кесарево сечение и убивает ребенка. Продажа органов достигла немыслимых размеров. Даже у свободных жителей мусульман собирают ДНК и забивают в базу данных, когда поступает заказ. Даже у свободных жителей мусульман собирают ДНК и забивают в базу данных. А когда поступает заказ, то они арестовывают этих людей и отнимают нужный им орган. Для них нет ничего святого. Препятствуйте их продвижению и не помогайте тем, кто работает с китайцами. 21 сентября в Казахстане планируется антикитайский мирный митинг. Призываю всех, кто хочет что-то сделать против китайской экспансии, выйти на площадя и противостоять бесчеловечности. Особенно призываю уйгуров, которые знают их коварство не понаслышке. Мы и так долго спали. Сегодня пишется история, и в этой истории мы запишемся на века либо трусами, либо героями. О умма Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Что вы готовы сделать для религии Аллаха? Подумайте об этом, братья. На минуточку задайтесь вопросом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.